Башня Ар-Галасы в Тавризе. Она высится как символ свободы и независимости народа. Сегюмбет, в прошлом храм огнепоклонников. Он построен 1300 лет тому назад, еще до того, как страна была завоевана арабами и было введено магометанство. Здесь же, в старинном городе Урмии, красуется знаменитая Сатлы-мечеть. Ее фасад – образец искусства орнаментировки. К сожалению, мы не можем увидеть всего богатства красок цветной эмали, вписанной в этот орнамент. Свежесть этих красок сохранилась до наших дней. Сохранилось до наших дней и имя автора – Зодчий Карбалай-Меншев. Есть в Урмии еще один памятник – Жума-мечеть. Здесь поражает нас художественная лепка внутри мечети, ее кружевной узор и необычайная легкость. Замечательно выполнена гравировка алтаря. Это работа знаменитого таврийского гравера Шарифшах Нахкаша. Древний город Ардебиль. Знаменитая гробница шейх Софи. Над куполом этой гробницы водружены мечи шаха Исмаила Хатаи. Эти мечи – символ одержанных им побед. Он объединил феодалов Ирана и Азербайджана. Он основал государство сафевидов. Он вел войны с Турцией. Он стал шахом Ирана, когда ему было всего 15 лет, но оставался сыном азербайджанского народа, и при нем впервые ряд важных шахских указов был написан на азербайджанском языке. Но шах Исмаил Хатаи был не только знаменитым воином и государственным деятелем. Он был также вдохновенным поэтом земли азербайджанской, одним из знаменитейших поэтов